Далее мы на телеканале «Якутия-24» вместе с коллегами расскажем о событиях в экономике, спорте, чрезвычайных происшествиях и других новостях. А пока о курсах валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар остановился на уровне 63 рубля 3 копейки. Евро стоит 69 рублей 41 копейку. Выгоднее всех стоит сегодня доллар в Россельхозбанке. Покупают за 63 рубля ровно, а продают за 63 рубля 50 копеек. По покупке евро лидирует все тот же Россельхозбанк. Покупает за 69 рублей 45 копеек, а продает по лучшей цене европейскую валюту банк АТБ за 70 рублей ровно. Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Об этом президент России Владимир Путин заявил накануне во время встречи с представителями общественности в подмосковном Красногорске. Путин также категорически высказался относительно хамского поведения людей, занимающих высокие государственные должности. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления. Путин подчеркнул, что предложенные поправки в основной закон не касаются полномочий органов местного самоуправления, поскольку Конституцией гарантируется их самостоятельность. Также президент Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения России. Накануне глава государства в Красногорске пообщался с представителями общественных организаций. Один из участников встречи обмолвился, что Россия большая и жителей в ней много. С этими словами не согласился президент. Жителей маловато, нужно увеличивать, сказал Путин. Напомним, для улучшения демографической ситуации глава государства предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца. А при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей. Тем временем в России предлагают заключать трудовые договоры в электронном виде. С 1 апреля стартует эксперимент, который предполагает перейти на заключение и хранение трудовых договоров в цифровом формате. Законопроект об этом Госдума планирует рассмотреть в ближайшее время. Документ разработан правительством в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Она предусматривает переход на цифровое взаимодействие предпринимателей и государства. Пособия, выплаты и компенсации будут проиндексированы уже с 1 февраля на 3%. Речь идет о выплатах героям Советского Союза и России, героям труда и ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере начнут получать выплаты люди, пострадавшие из-за Чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. А вот Минтруд, напротив, предложил понизить прожиточный минимум. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 рублей, для пенсионеров примерно 8 800 рублей, для детей эта сумма будет около 10 400 рублей. Это обусловлено снижением цен на продукты питания, на основе которых рассчитывается показатель. Прежде всего подешевели картофель на 25%, капуста на 18%, морковь на 30%, а также другие овощи, которые составляют значительную часть потребительской корзины. Кроме того, снизились цены на сахар, песок, немного подешевели свинина, куры, а говядина, молоко и молочные продукты, напротив, несколько подорожали. Выплаты муниципалитетам только в виде премий также планируют увеличить. Президент России Владимир Путин пообещал, что премиальные выплаты лучшим муниципалитетам будут проиндексированы сразу до 1 миллиарда рублей. В нынешнем году в бюджете такое увеличение премии не предусмотрено, поэтому средства выделят из резервного фонда, уточнил президент. При этом Владимир Путин поручил актуализировать и согласовать критерии оценки проектов, участвующих в конкурсе. Россияне могут начать получать зарплату через систему быстрых платежей Банка России. Более подробно расскажет моя коллега Нюргуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нюргуяна, приветствую. Что для этого делается? Сергей, банки будут начислять заработную плату по номеру телефона для борьбы с так называемым зарплатным рабством. Отмечу, что механизм будет уже запущен в конце этого года и в начале 2021 года. Это новости экономики в прямом эфире. В студии работает Нюргуяна Иванова.
Правительство Российской Федерации одобрило пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Отмечается, что любая зарегистрированная в Арктике компания или предприниматель, готовые запустить новый проект и вложить не менее 10 миллионов рублей в любую территорию арктической зоны, получат статус резидента, который даст ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Туда входят льготы для инвестпроектов, связанных с добычей углеводородного сырья на шельфе, добычей углеводородного сырья на континентальной части, производство сжиженного природного газа и газохимии, строительство портов, промышленных предприятий. Полпред президента в ДФО вице-премьер России Юрий Трутнев ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности, благодаря программе льготной ипотеки. Для этого, по словам полпреда, необходимо обеспечить приход в регион новых крупных застройщиков. Напомним, программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит в размере не более 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в среднем по России за 2019 год подешевели на 7%, а именно до 40 тысяч рублей за сотку. Так, сильнее всего земля под ИЖС подешевела в Магаданской области и Ненецком автономном округе. На 24% меньше земля стала стоить в Якутии. Четверку замыкает Забайкалье, где цены упали на 17%. Отмечу, что в Подмосковье стоимость земли установилась на уровне 70 тысяч рублей, уменьшившись за год на 6%. В исследовании сравнивались цены четвертого квартала 2019 года со стоимостью аналогичного периода 2018. Эксперты выводили медианное значение цены, что позволило нивелировать нерыночные факторы, которые могут скорректировать показатель стоимости. Международный производитель бриллиантов Dali Diamond подписал кредитное соглашение с Росэксимбанком о финансировании закупок алмазного сырья у Алроса. Соглашение предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии сроком на 24 месяца. Финансирование предоставляется в евро. Условия финансирования являются одними из лучших в отрасли на сегодняшний момент, как в части ставок, так и в части отсрочки платежа перед банком. Компания «Полюс» по итогам прошлого года увеличила общий объем производства золота на 16% до 2 миллионов 800 тысяч унций, что соответствует годовому плану. Всего за 2019 год компания переработала свыше 44 миллионов тонн руды. Прирост золотодобычи объясняется увеличением производства на 3 активах компании – на Талке, Куранахе и Вернинском. Так, производство золота на Куранахе в Якутии выросло на 13% благодаря увеличению объемов переработки. Что касается этого года, то «Полюс» планирует сохранить объемы производства на уровне 2 миллионов 800 унций золота. Компания планирует завершить технико-экономическое обоснование по проекту строительства на месторождении «Благодатное» и намерена реализовать на Наталке ряд технологических улучшений, в числе которых внедрение скоростной флотации и расширение передела сорбции. Резидент ТОР «Южная Якутия» компания «Колмар» отложила приезд 80 китайских строителей до стабилизации ситуации с коронавирусом в Китайской Народной Республике. Отметим, что в начале текущего года ожидалось прибытие строителей из Китая. Иностранные работники должны были вести строительство обогатительной фабрики «Инаглинская-2», где сейчас происходит монтаж технологического оборудования. В компании отметили, что пока рано прогнозировать, как это отразится на сроках реализации проекта. В данное время на строящемся объекте работает 105 человек из КНР, прибывших осенью прошлого года. Отмечается, что в период распространения коронавируса строительные бригады не выезжали за пределы Российской Федерации. Якутская компания ЕКТ «Сокол» выпустила более 200 вездеходов за 2 года. Их производство в Якутске началось в 2017 году. На сборку одного вездехода уходит около недели. Вездеход «Сокол» внешне напоминает квадроцикл, его длина составляет 3 метра, ширина около 2 метров. Транспортное средство весит около 700 килограммов. Стандартный вездеход стоит от 700 тысяч рублей. Цена за модель «Сокол Про» начинается от 1 миллиона рублей. В дальнейшем якутская компания планирует расширить производство. На этом мы завершаем обзор экономических новостей. До встречи в следующем эфире. Сергей, у меня на этом все. Тебе слово. Нургана, спасибо. Это была Нургана Иванова с новостями экономики. Ну а мы переходим к мировым новостям.
6 тысяч пассажиров не могут покинуть круизный лайнер у берегов Италии, пока не будут получены результаты анализов, взятых у пары из Макао. У женщины появились симптомы, напоминающие пневмонию. Ее вместе с партнером изолировали от остальных людей на борту. Несмотря на царящую в мире тревогу в связи с распространением коронавируса из Китая, на судне сохраняется спокойствие, рассказывает Сергей Берец. Круизный лайнер «Коста Смиральда» стал плавучим карантином для 6 тысяч пассажиров. Судно стоит на рейде в порту Чивита-Векья на западном побережье Италии. Людей не выпускают на берег до тех пор, пока не будут получены результаты тестов на коронавирус, взятых у пары из Китая. Как сообщил представитель компании, которой принадлежит лайнер, у 54-летней женщины обнаружились симптомы, напоминающие пневмонию. Врачи изолировали пациентку и ее спутника. Судя по видео, снятому одним из пассажиров, обстановка на борту в основном спокойная. Беспокоятся родственники, ожидающие своих близких на берегу. Адриано Паван, чей сын с семьей находится на Коста Смиральда, рассказывает, что они видели китайскую пару, которая 2 дня ходила в масках. Родственники Павана не связали это с коронавирусом. Беременная дочь Карлы Конфиджони отреагировала более нервно. Посмотрев новости в интернете, молодая женщина поняла, что рядом с ней происходит нечто подозрительное. Как сообщает итальянская пресса, первые данные тестов, проведенных инфекционистами и вирусологами из Рима, оказались обнадеживающими. По мнению специалистов, о коронавирусе в данном случае говорить не приходится. Но власти Чивита-Векья не спешили давать разрешение на высадку 1143 человек, чье путешествие должно было завершиться. Тем временем астрономы получили самое четкое на сегодня изображение фотосферы, видимой части Солнца, рассказывает Елена Островская. Солнце еще никогда не было так близко. Самые детальные снимки светила в истории сделал наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США. На них можно различить объекты размером до 30 километров. На изображении участок фотосферы, видимой части звезды, с бурлящими конвективными ячейками плазмы, которая вначале поднимается вверх по центру гранулы, а затем опускается вниз по краям. Самая меньшая из этих ячеек размером с американский штат Техас. Также новые снимки позволяют отчетливее рассмотреть места выхода силовых линий магнитного поля из более глубоких слоев Солнца в корону. Это яркие точки между гранулами. Ученые говорят, что полученные данные помогут продвинуться в понимании и прогнозировании активности Солнца или космической погоды, что в свою очередь является важным фактором для предсказания проблем на Земле, поскольку магнитные вспышки могут нарушать работу спутников, влиять на авиасообщение и электроснабжение. Телескоп, сделавший столь важные снимки, расположен на высоте 3000 километров над уровнем моря, рядом с вершиной вулкана Халиакала на Гавайях. Депутаты Европейского парламента проголосовали за принятие единого стандарта для зарядных устройств для всех мобильных гаджетов. По мнению законодателей, это упростит жизнь пользователям и сохранит количество так называемых электронных отходов. Осталось убедить промышленность воплотить это решение в жизнь, но юридические механизмы для этого есть. В четверг депутаты Европарламента одобрили предложение Европейской комиссии по стандартизации зарядных устройств к мобильным телефонам, планшетам и прочим гаджетам. Из 659 голосовавших законодателей «за» высказались 582, против 40, еще 37 воздержались. В ходе пленарного заседания 13 января выступавшие отмечали, что унификация зарядных устройств пойдет на пользу как потребителям, так и окружающей среде. Замысел единого стандарта родился в 2014 году и был зафиксирован в директиве ЕС о радиооборудовании. Теперь Еврокомиссии предстоит побудить промышленность перейти к выпуску зарядок единого образца. Определенный прогресс в этой сфере налицо, отмечается на сайте парламента. Если в 2009 году существовало свыше 30 различных образцов, то теперь их только 3. Согласно подсчетам экологов, в 2016 году Европа произвела более 13 миллионов тонн так называемого электронного мусора, или почти по 16 килограммов на каждого жителя континента. Это без малого в 3 раза превышает общемировые показатели.
Компания из города Ньюарк в штате Нью-Джерси перерабатывает пришедшую в негодность одежду для получения волокна, идущего на производство новых изделий. Цикл переработки может повторяться снова и снова. Идея заинтересовала популярные бренды. Подробности далее. Не спешите выбрасывать старые футболки, джинсы и носки. Они еще послужат в качестве сырья. Лаборатория компании Evernew, что означает «вечно новый», из Ньюарка в штате Нью-Джерси, совершит с вашими вещами чудо возрождения. Как рассказывает глава фирмы Стейси Флинн, прежде чем отправить одежду на переработку, с нее срезают швы, пуговицы, застежки, молнии и ярлыки. В процессе переработки хлопок отделяется от красителей. Первый превращается в подобие бумаги. Ее измельчают, переплавляют, из пульпы вытягивают нить и придут. Результат – ткань, которую разработчики назвали New Cycle. В вольном переводе на русский – новый цикл. Процесс абсолютно экологичен. Мы ничего не выращиваем для своей ткани. Нам не нужна вода, без которой не взойдет хлопок. Ничего не добываем из недр, ведь полиэстер, например, это побочный продукт переработки сырой нефти. По словам Кристофера Станева, основателя и президента фирмы, полученное их способом волокно трудно отличить от хлопчатобумажной ткани. Мы разработали различные волокна, которые в точности напоминают хлопок. Известные бренды одежды заинтересовались тканью New Cycle. На эксперименты с ней пошли Stella McCartney, Adidas, Levi's и Target. Их продукция, исходно предназначенная для повторной переработки после носки, в скором времени появится в магазинах. Многократное повторение цикла позволит хотя бы частично сократить количество старого тряпья, попадающего на свалки, полагают авторы идеи. Возвращаемся в нашу страну. Пособия, выплаты и компенсации будут проиндексированы уже с 1 февраля на 3%. Речь, в частности, идет о выплатах героям Советского Союза и России, героям и ветеранам труда, а также инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере начнут получать выплаты люди, пострадавшие на Чернобыльской аварии и ядерных испытаниях. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По итогам прошлого года в Нерюнгринском отделе судебных приставов на исполнении находилось более 82 тысяч исполнительных производств на общую сумму более 6 миллионов рублей. Наибольшее количество из них о взыскании коммунальных платежей в пользу кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, а также взыскании административных штрафов. На прямой связи с нами наша коллега Александра Цыбикова. Саша, какие исполнительные производства находятся на особом контроле? По состоянию на 1 января текущего года на особом внимании, на особом контроле у Нерюнгринского отдела судебных приставов находятся исполнительные производства в отношении 737 человек о невыплате алиментов. Всего в отношении этих задолжников 96 административных материалов составлено, 64 уголовных дела возбуждено. Рядом со мной сейчас находится заместитель начальника Нерюнгринского отдела приставов Алексей Куриленко, которому я хочу задать вопрос. Алексей Сергеевич, здравствуйте. Скажите, по сравнению с предыдущим годом, как изменилось количество женщин, не платящих алименты? Здравствуйте. В 2018 году у нас было возбуждено 8 уголовных дел в отношении женщин-должников, уклоняющихся от оплаты алиментов. В 2019 году количество уголовных дел возросло до 16. То есть всего количество женщин-должников по сравнению с 2018 годом, уклоняющихся от оплаты алиментов, значительно возросло. А в чем причина, как вы думаете? Расскажите, количество женщин увеличилось, может быть, это связано с асоциальным образом жизни или с чем-то еще? Да, это связано с асоциальным образом жизни данной категории наших граждан. Женщины, которые уклоняются от оплаты алиментов, в большинстве случаев ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, не имеют постоянного источника дохода. А сколько всего в списке женщин, не платящих алименты? Сейчас у нас на исполнении находится 77 исполнительных производств в отношении 77
женщин-должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. На 16 из них вот возбуждены уголовные дела, насколько мне известно. Но скажите, также, какие меры принимаются в отношении неплательщиков? В отношении неплательщика принимаются различные меры, предусмотренные федеральным законом. Действенным мерам относятся ограничения на выезд с территории Российской Федерации, арест имущества, привлечение к административной ответственности должников по алиментным обязательствам. К примеру, можно привести одного должника, в отношении которого было возбуждено уголовное дело в прошлом году по части 1 статьи 157. С целью примирения со взыскателем должник оплатил задолженность в размере 54 тысяч рублей. А как узнать о наличии задолженности? О наличии задолженности граждане могут узнать на официальном сайте ФССП России, а также в мобильных приложениях, которые они могут скачать на свои мобильные устройства ФССП России бесплатно. Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Сергей, ну на этом у меня все. Вот такая нехорошая динамика наблюдается в Нерюнгринском, неблагоприятная динамика наблюдается в Нерюнгринском районе. На этом у меня все. Тебе слово. Александра, спасибо. Я напомню, это была Александра Цыбикова в прямом эфире из Нерюнгри. Она рассказала о неплательщиках алиментов. И мы продолжаем. Прибывшую из Харбина в Якутск... Прибывшую из Харбина в Якутск девушку с высокой температурой госпитализировали в инфекционную больницу. Отметим, что накануне при проведении бесконтактной термометрии в самолете на рейсе, прибывшем 30 января из Харбина, была выявлена пассажирка с высокой температурой и признаками ОРВИ. В соответствии с алгоритмом действий была вызвана бригада скорой помощи. Пассажиры этого рейса анкетированы и будут находиться под наблюдением поликлиник по месту жительства. На борту воздушного судна проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По данным Управления Роспотребнадзора по республике, в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, были приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу аэропорт Якутск. Проводится двойная бесконтактная термометрия пассажиров и членов экипажа прибывающих международных рейсов. С 1 января этого года досмотрено 14 прибывших международных рейсов, более 1300 пассажиров и членов экипажа. Диагноз ОРВИ у нее подтвержден лабораторно высевом аденовирусной инфекции и метапневмовирусной инфекции. Поэтому она сейчас получает стационарное лечение. В алгоритм проведения лабораторных исследований включено также направление всех материалов от лиц, которые прибывают из-за рубежа. В течение 14 дней, если они заболевают острыми респираторными вирусными инфекциями, то их материал отправляется в референс-центр в Новосибирск для проведения вот именно исследований на коронавирусную инфекцию. 5-метровый внедорожник Toyota Mega Cruiser, известный также как японский Хаммер, превратился в машину скорой помощи благодаря мастерам из Владивостока. Сотрудники торгово-промышленной компании «Восток Трейлер» создали уникальный в своем роде автомобиль, который сможет доставлять бригады врачей в труднодоступные районы. Обычная скорая помощь не может заехать в шахту. Эта машина может спокойно туда заехать, доставить медперсонал и вывести пострадавшего, рассказал директор компании. Машина оснащена носилками и всем необходимым медицинским оборудованием в соответствии с госстандартами, в том числе и реанимационным оборудованием. Кроме того, внедорожник имеет цельнометаллический кузов толщиной несколько миллиметров, а также защитные решетки на окнах. В полицию за помощью обратилась жительница Якутска. Девушка сообщила полицейским, что неизвестный мужчина повредил входную дверь ее квартиры. Материальный ущерб составил 14 тысяч рублей. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юра, приветствую. Расскажи, удалось ли найти хулигана? Здравствуй, Сергей. Да, полицейские выяснили, что к преступлению причастен 35-летний бывший сожитель потерпевшей. Выяснилось, что в тот день пьяный мужчина пришел к своей бывшей, но ее не оказалось дома. Ему никто не открыл дверь, это вывело его из себя, и он начал бить в дверь изо всех сил. Он не знал, что девушка сдала квартиру в аренду и больше не живет там. Но это незнание не освободило его от ответственности, и в его отношении возбудили уголовное дело. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске завершено расследование дела о фальшивомонетчиках. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Обвинительное заключение утверждено в отношении 2 мужчин и 1 женщины. Они обвиняются в хранении и перевозке поддельных банковских билетов Центробанка России.
По версии следствия, у одного из обвиняемых было не менее 249 поддельных банкнот номиналом 5000 каждая, это более 1 000 000 рублей. Хранил он их в металлическом гараже и собирался сбыть. Он сговорился со своим знакомым и передал ему 100 поддельных купюр, которые последний хранил у себя дома. Он привлек к реализации планов по их сбыту свою бывшую супругу и еще одного знакомого. В декабре 2018 и январе 2019 года они реализовали не менее 100 фальшивых банкнот, расплачиваясь ими за приобретенный товар в магазинах Якутска и Жатая. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд. Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых в связи с заключением им досудебного соглашения выделено в отдельное производство и находится на стадии судебного рассмотрения. В Сунтарском районе мать 6 детей предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как сообщает прокуратура республики, 39-летняя местная жительница уже 7 раз привлекалась за это к административной ответственности. Также она неоднократно привлекалась за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Злоупотребляя алкоголем, женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала их сезонной одеждой и школьными принадлежностями. Из-за систематического отсутствия ее дома дети неоднократно поступали в Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. При выезде с ребенком с ограниченными возможностями здоровья на обследование в Якутск, он, несмотря на то, что его заболевание предусматривает наличие постоянного внимания и ухода, был оставлен ею в лечебном учреждении без указания своих координат и злоупотреблением в дальнейшем спиртным. Прокуратура района при выявлении факта длительного неисполнения обвиняемой своих родительских обязанностей и непринятия в связи с этим органами профилактики должных мер внесены представления в адрес образовательных учреждений, органа опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН отдела МВД России по Сунтарскому району. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений и недопущению их впредь. В том числе по заявлению органа опеки и попечительства женщина лишена родительских прав, дети переданы на воспитание в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. Уголовное дело в отношении женщины в настоящее время находится на рассмотрении суда. В Верхневилюйске осудили 2 ранее судимых мужчин, обокравших работников, производивших ремонт дорожного полотна дороги Вилюй. Прокуратура региона сообщает, что подсудимые, воспользовавшись отсутствием работников дорожной организации, найденным металлическим ломом взломали окна и двери 11 вагончиков, из которых украли имущество на общую сумму около 200 тысяч рублей. Подсудимые не признали вину и выдвигали различные версии своей непричастности к этому преступлению. Но государственным обвинителям суду представлены неопровержимые доказательства их виновности. И по результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил им наказание в виде 3 и 2,5 лет в колонии строгого режима. В Удачном 2 иностранцев осудили за дачу ложных показаний. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Подсудимые были свидетелями по уголовному делу в отношении мужчины, которого осудили за фиктивную постановку на учет. При рассмотрении этого дела подсудимые дали суду ложные показания о его невиновности. Однако его вина была доказана. Лжесвидетелей приговорили к штрафам и обязательным работам. Продажа наушников обошлась жительнице Ленска почти в 30 тысяч рублей. В полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее сын разместил объявление о продаже наушников с помощью приложений Авито и Юла. Через некоторое время с ним связался молодой человек, который сказал, что хочет купить эти наушники. Тогда сын потерпевшей дал потенциальному покупателю номер своей мамы. С ней связался мужчина и попросил продиктовать номер банковской карты, чтобы он смог перевести оплату. Лжепокупатель предупредил, что проведет операцию якобы по безопасной схеме перевода, для которой женщине необходимо назвать коды из СМС-сообщений, в которых будет написана процедура установления доступа к банку онлайн. Не прерывая разговор, женщина 3 раза продиктовала ему цифры. Затем лжепокупатель сообщил, что происходит сохранение операции и загружается подтверждение платежа. Он сказал, что у него плохая интернет-связь, и поэтому попросил женщину пока не заходить в приложение онлайн-банк, чтобы проводимая операция не сбилась. Также в ходе разговора мужчина как бы невзначай поинтересовался у потерпевшей, есть ли у нее карты других банков. Вскоре он завершил разговор, а его номер стал недоступен. Вечером женщина попыталась зайти в личный кабинет мобильного банка, но код не подходил. Она позвонила на горячую линию банка и узнала, что с ее банковского счета украли более 26 тысяч рублей. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, ну а к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Юра, спасибо. А я напомню, это был Юрий Осипов с чрезвычайными происшествиями. Ну а мы продолжаем нашу программу.
конце прошлого года в Мирном начал работу небольшой завод по переработке использованных автомобильных покрышек. Подобное производство одно из первых в Якутии. Появилось оно благодаря поддержке администрации Мирнинского района. В конце декабря была получена лицензия на этот вид деятельности, а накануне производство посетил министр транспорта Якутии. О чем говорили и как планирует выстраивать работу собственник предприятия, расскажет Роман Муконин. В последнее время визиты высокопоставленных гостей на это мини-предприятие проходят с завидной регулярностью, и это не случайно. Подобных производств мало. Они приносят не только большой экологический эффект, но и помогают местной экономике. В сырье у предприятия проблем нет. Вся территория заполнена отслужившими свой срок покрышками от больших грузов. Их по контракту с Алроса МПЖХ забирает со всех производственных площадок. За 2 года мини-завод должен переработать 7 тысяч тонн резины. Здесь, в Мирнинском районе, сами понимаете, все дороги, все эти карьеры запряжены вот этими шинами. Хорошо, что такое производство нашлось. Хорошо, что такие есть энтузиасты, которые начинают производить вот эту даже крошку, которая из резины. Это пойдет на строительство детских площадок, на строительство футбольных полей. Оно дальше может применяться и в покрытии дорог. Это надо тоже применить. На МПЖХ уже выходят покупатели из европейской части страны с предложениями о покупке резиновой крошки. Там спрос на нее огромный, а вторсырья практически нет. Но для МПЖХ затраты на перевозку слишком большие. Поэтому предприятию необходимы местные потребители, которые пока только присматриваются к этому продукту. Сегодня мы, провели переговоры с Красноярским краем, то есть в ближайшее время отправим на пробу порядка 500 килограмм для реализации нашей крошки на благоустройство Красноярского края. Попробуем в Китай отправить, есть интерес у китайского рынка. И пока будем здесь, пробовать все-таки на местном рынке. Нам это более выгодно в плане финансовой составляющей, поскольку здесь себестоимость крошки она едина, а с учетом доставки за пределы республики, то есть мы здесь, конечно, будем нести некие убытки. Поэтому нам выгоднее работать именно по Якутии. Первые партии резиновой крошки, расфасованные в мешки, уже нашли своих покупателей. Предприниматели из Нюрбы приобрели несколько тонн для благоустройства. Начали проявлять интерес и фирмы из Якутска. Но пока этого не хватает, чтобы нарастить производство. Поэтому МПЖХ ищет рынки сбыта и готова предлагать свой продукт по самым выгодным в Якутии ценам. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». А в Ленске открылась выставка «Ленский район мастеровой». Она собрала умельцев из Ленска, Бичинчи, Чамчи и Натары. Представлены работы различной техники исполнения, а также из разнообразных материалов, от металлических фигур до поясов, сплетенных на старинных ткацких станках. С произведениями мастеров познакомилась Марина Крутихина. В ленских авторемонтных мастерских работает умелец Максим Кулыгин. Он сварщик с 20-летним стажем, а свой творческий путь начал совсем недавно. Совместил профессиональные навыки и любовь к прекрасному. Я работаю газоэлектросварщиком. Основная работа – ремонт автомобилей, прицепов. Свободное от работы время немного уделяю время на свои поделки. Первая работа была 2 года назад. Это была металлическая роза. Работы Максима украшают выставку «Ленский район мастеровой». На ней представлены работы еще 26 мастеров Ленского района. 4 из них носят звание мастера художественного промысла Республики Саха-Якутия. Работы разные. Резьба по кости, национальное и лоскутное шитье, вязание, национальный костюм и другие. Я сейчас на фоне работы своей мамы стою. Моя мама Попова Христина Федотовна, народная мастерица, у нее есть такое звание. Она более 10 персональных выставок провела в республике, в районе и также в своем селе Бичинча. В Ленске не забывают о своих корнях. На 4 старинных ткацких станках учатся работать местные мастерицы. Их работы тоже на выставке. Ткут все, от небольшого пояса до ковров. Нам, в общем-то, всем это очень нравится. Кто-то ткет из нас коврики, как, допустим, я. А кто-то, уже палантин себе и уже носит. А кто-то и пояса. В общем, мы все осваиваем каждый какую-то свою программу. Мне нравится ткачество. Пояса ткала на берде. Научилась на дощечках ткать пояса. А сейчас на станке пробую пояс ткать.
Ленский район богат мастерами и рукодельницами. С каждым годом количество участников таких выставок неуклонно растет. Растет и их мастерство. Лучшие работы этой экспозиции поедут в Якутск, где пройдет республиканская выставка «Смотр. Якутия мастеровая». Марина Крутихина, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Далее к спортивной теме. В Якутске отменены все спортивные мероприятия для детей. Министерство по физической культуре и спорту издало приказ об отмене проведения спортивных мероприятий для детей в столице. Руководителям подведомственных учреждений Минспорта велено отменить проведение спортивных мероприятий для детей до особого распоряжения. Причиной является неблагополучная ситуация с ОРВИ и гриппом. По этой же причине отменили чемпионат и первенство Якутии по плаванию, которые были запланированы в эти выходные в плавательном центре Чолбон. Ну а в общем о новостях спорта расскажет моя коллега Полина Долинская. Полина, приветствую. Тебе слово. Здравствуй, Сергей. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Российский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Федор Смолов продолжит карьеру испанской «Сельте». Клубы подтвердили аренду форварда до конца сезона с правом выкупа. За сборную России форвард провел 39 матчей и забил 14 мячей. В текущем сезоне в 14 матчах российской премьер-лиги Смолову принадлежит 3 гола и 3 результативные передачи. Также 29-летний футболист записал на свой счет гол и пас в матче Суперкубка России. В составе футбольного клуба «Краснодар» Смолов дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также 2 раза в 2016 и 2018 годах признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза. Сейчас «Сельта» после 21-го тура чемпионата Испании находится на зоне вылета на 18-м месте из 20, набрав 17 очков. В 1/8 финала Кубка Испании по футболу в гостевом матче Сельвия уступила клубу «Мирандес». Результат встречи – счет 1-3. В составе победителей на свой счет записал дубль на 7-й и 30-й минуте игры Матеос Аяс. Еще 1 гол забил Альваро Рей. На 90-й минуте встречи отличился у Сельвии Нолито. По итогам жеребьевки позднее определится соперник «Мирандес» по четвертьфинальному матчу Кубка Испании. В матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги Рижская «Динамо» встретила «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счетом 2-5 в пользу москвичей. В составе победителей шайбы забросили Игорь Полыганов, Андрей Алексеев, Тиму Пулкин, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин. У проигравших шайбы на счету Александра Протоповича и Микаэлиса Редлихса. В турнирной таблице Западной конференции Рижская «Динамо» занимает последнее, 12-е место в активе команды, 34 очка в 52 матчах. Таким образом, Рижская «Динамо» лишилась шансов на участие в плей-офф КХЛ. «Динамо» из Москвы идет 4-м на Западе, имея в активе 71 балл после 54 встреч, ранее гарантировав себе участие в плей-офф. В следующем матче москвичи 1 февраля в гостях сыграют со «Спартаком» из Москвы, а Рижская «Динамо» в тот же день также на выезде встретится с казанским «Акбарсом». Продолжаем обзор матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Хенсельский «Йокерит» в овертайме со счетом 4-3 обыграл в гостях магнитогорский «Металлург». В составе хозяев отличился Брэндон Козун, Денис Паршин и Сергей Мазякин. У «Йокерита» шайбы забросили Тему Эронян, Мяйне Ланян и Николас Йенсен. Ему же и принадлежит победный гол на первых минутах овертайма. «Йокерит», обеспечив выход в плей-офф КХЛ с 4 победами кряду, занимает 3-е место таблицы Западной конференции. В активе команды 73 очка в 53 матчах. «Металлург» с 56 баллами в 52 встречах идет на 8-м месте. В следующем матче «Йокерит» сыграет 1 февраля на выезде с ярославским «Локомотивом». «Металлург» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист». Баскетболисты ЦСКА в гостях победили «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 78-69. Самым результативным игроком стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 27 очков. У армейцев больше всех очков набрал разыгрывающий Майкл Джеймс. Дабл-дабл оформил центровой армейцев Йоханнес Фойгман. На счету баскетболиста 15 очков и 14 подборов. В турнирной таблице Евролиги ЦСКА идет 2-м, в активе команды
16 побед при 6 поражениях. «Химки» занимают 11-ю строчку с 13 поражениями в 22 матчах. ЦСКА в следующем матче 4 февраля примет лидера Евролиги турецкую Андалу Эфес. «Химки» 5 февраля сыграют на выезде с Маккаби из Тель-Авива. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Я напомню, это была Полина Долинская с новостями спорта. Ну а мы идем далее. Далее приятная новость. Генеральный директор национальной вещательной компании «Саха» Олег Марков стал победителем в номинации «Лучший по профессии» премии «Страна». Из республики среди номинантов также был представлен главный художник компьютерной графики медиакомпании «Алмазный край» Иван Петрос из Мирного. Национальная премия «Страна» – ежегодный открытый творческий конкурс работ российских тележурналистов, режиссеров, операторов и продюсеров, организованный при поддержке ВГТРК и Национальной ассоциации телерадиовещателей. Целями премии является поддержка талантливых журналистов, режиссеров, продюсеров, а также создание единого медиапространства на территории страны. Ну и самое время поговорить о погоде. Сегодня в столице заметно потеплело. Да и нынешняя зима вообще балует жителей столицы республики своими довольно невысокими показателями. Но у резкого потепления есть и минусы. Повышается вероятность простудиться. А вот как избежать этого, знает моя коллега Саргалана Неустроева. Она сейчас с нами на прямой связи. Саргалана, приветствуем. Тебе слово. Сергей, добрый день. Да, сегодня действительно очень тепло, всего минус 26 градусов. Вчера отметка ртутного столба не превышала минус 35. Связано ли это с влиянием обширного атлантического циклона или с чем-то другим, пока неизвестно. Сотрудники Росгидромета пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию. Ну а тем временем среди народа бытует легенда или поверье о том, что именно сегодня, 31 января, у быка зимы притупились рога. А это значит, что впереди нас ждут только теплые деньки. В связи с этим множество людей предпочитают активный отдых на улице и в общественных местах. А между тем питпорог в республике начинает превышать норму. О том, как обезопасить себя и своих близких, нам рассказала Любовь Будацеренова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. В целом населению, наверное, надо придерживаться, как всегда. Мы всегда в это время про это и говорим, что для того, чтобы предупредить заболеваемость у себя и у своих близких, в период подъема заболеваемости нужно ограничить посещение общественных мест. Если вы заболели, то вам необходимо обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Ну а тем временем на площади Ленина в городе Якутске за моей спиной традиционно устанавливают каток общественный, совершенно абсолютно бесплатный, который был установлен по инициативе Лиги отцов Республики Саха-Якутия и поддержан АО «Водоканалом». В этом году каток будет оснащен теплой кофеточкой и также украшен красивым освещением. Также этот каток намного больше, чем в прошлом году, что, конечно, сулит очень много приятных и теплых воспоминаний желающих провести время на этом катке. У меня на этом все. Сергей. Сергей, спасибо. Действительно интересный каток. И скоро в Якутске у жителей появится возможность на нем покататься. Ну а сейчас о среднесуточной погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 14, облачно, ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 703 миллиметра ртутного столба. В Ленске, как и в Алдане, тоже минус 14. И также облачно, ветер с порывами до 3 метров в секунду, и временами идет снег. В сердце алмазной провинции Мирном минус 20 по Цельсию. Пасмурно, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. В столице Южной Якутии Нерюнгри минус 19 и тоже облачно. Штиль, атмосферное давление 687 миллиметров ртутного столба. И в столице республики немного потеплело. В Якутске минус 26 градусов. Ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Провести время с пользой и удовольствием Александр Хавренко готов рассказать о том, куда можно сходить в эти выходные в Якутске. Да, приветствую тебя, Сергей. Кинотеатры и театры города приготовили для зрителей много всего интересного. В
кинотеатрах стартует сезон оскаровских премьер. В частности, на большой экран выходит эпичное полотно Сэма Мендеса «1917». Фильм уже завоевал 2 престижные премии «Золотой глобус» в 2 главных номинациях – «Лучший фильм» и «Лучший режиссер», а также номинирован в 10 категориях на премию «Оскар». 1917 год – разгар Первой мировой войны. 2 юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем? В главных ролях Бенедикт Камбербэтч, Колин Фёрд, Ричард Мэдден и Марк Стронг. Еще один оскаровский номинант в 6 категориях экранизация культового романа Луизы Мэй Алкотт «Маленькие женщины», поставленный режиссером Гретой Гервиг. Снятый по ставшему мировой классикой одноименному роману, фильм рассказывает о взрослении 4 непохожих друг на друга сестер. Действие фильма разворачивается во времена гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда. Первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. В ролях Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Лора Дерн и Мэрил Стрип. Для любителей пощекотать нервишки на большой экран выходит хоррор «Гретель и Гензель». Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада. Режиссер картины Ос Перкинс. Русский театр приглашает на комедию «По соседству мы живем». Это спектакль – новая встреча зрителей с чудаковатыми и обаятельными лабазеровскими персонажами, жителями маленькой сибирской деревушки и очередной виток комических и трогательных деревенских страстей. Спектакль возвращает все к тем же вечным вопросам человеческого бытия. Как жить в мире и согласии друг с другом, как сохранять милосердие и доброту, как уметь слушать и слышать ближнего. Калейдоскоп анекдотических ситуаций разворачивается стремительно и ярко. В то же время глубоко проявляется дух и трогательность малой родины, которая есть у всех. Также в Русском театре смотрите комедию «Фарс. Тетки» по пьесе Александра Коровкина. 2 сестры пенсионного возраста живут вместе в старинном красивом доме, который достался им в наследство. Дом не простой, а имеющий историческую ценность. Он расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят под предлогом программы ветхого жилья выселить бабушек на окраину, а особняк продать. На этом фоне разворачивается сюжет уморительно смешной комедии с забавными ситуациями. Актеры играют с куражом и легкостью, и удовольствием. Театр народов Севера приглашает на сказочно-легендарный спектакль «Чучуна» по повести о снежном человеке Чучуна и Суланье в постановке Александра Титигирова. Театр оперы и балета приглашает на одноактную оперу-балет Мориса Равеля «Дитя и волшебство». Это история о непослушном ребенке, которого решили перевоспитать обиженные им предметы. Пройдя через испытания, дитя открывает в себе новое чувство – сострадание и возвращается в реальный мир к маме. Спектакль задуман как эксперимент, главными участниками которого станут зрители. Они покинут привычное для себя пространство зрительного зала и вместе с детем и другими героями оперы окажутся на сцене. «Дитя и волшебство» станет семейным спектаклем. Его создатели уверены, что опера сможет увлечь как ребенка, так и взрослого зрителя. Режиссер-постановщик Татьяна Савинова, дирижер-постановщик Евгений Шейко. В главных партиях заняты ведущие солисты театра Зинаида Колодезникова, Мария Михайлова, Айталина Адамова-Афанасьева и другие. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Сергей, тебе слово. Александр, спасибо. Теперь с планами на выходные будет определиться гораздо проще. Ну а на этом наш выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на Якутии 24.